Эти кадры невозможно смотреть без слез. Даже спустя годы они все так же бередят душу и сердце. О том, что боевики могут захватить школу, в то время никто даже и подумать не мог, но это случилось. 1 сентября 2004 года. Счастливые первоклашки, их родители, ребята постарше и учителя. Для всех них день здания обернулся страшной трагедией. В здание школы проникли боевики и взяли всех находившихся там в заложники. Это 1128 человек. Целых 3 дня террористы удерживали их, подвергая голоду и унижению. Лишь 3 сентября пришло спасение, но не для всех. Погибло 333 человека, больше половины из них дети. Еще почти 800 получили ранения разной степени тяжести. Сегодня вниманию безопасности социальных и стратегических объектов в России уделено пристальное внимание. В Коми работа по противодействию терроризму ключевая. На протяжении всего года в разных муниципалитетах республики проходят командно-штабные учения. В этом году тренировки уже были проведены в 2 муниципалитетах – в Уктыле и в Иркуте. В Заполярье оценка работы всех служб проходила на 3 точках – в железнодорожном вокзале, тепловой станции в иркутинских ТЭЦ и в одной из школ. Тренировка проходила в 3 этапа. Основная цель тренировки – это, конечно, было показать на практике готовность муниципалитета, готовность сил и средств при решении задач по предупреждению терроризма. Непосредственно на территории находился председатель комитета республики Коми по гражданской обороне и человек ситуациям Бурцев Александр Александрович. Непосредственно смотрел все наши действия, в первую очередь даже взаимодействие между различными органами, службами, как мы вырабатываем именно вот в этой части свою работу. В итоге председатель комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Коми поставил высокую оценку воркутинским службам. Александр Бурцев отмечает, быть теоретически подкованным – это одно, но гораздо важнее в ходе регулярных тренировок довести все действия до автоматизма. Нужно понимать, что эта работа она не может быть там разово исполнена. Она велась раньше, ведется сейчас, и мы будем ее продолжать. Она требует больших физических, материальных и организационных затрат, но мы этой деятельностью занимаемся и будем заниматься в будущем. Мы проводим командно-штабные учения, командно-штабные тренировки, в ходе которых отрабатываем возможные варианты развития событий. Антитеррористическая комиссия Коми в первую очередь обращает внимание на оказание помощи. Это слаженность действий всех служб и оперативность. Командно-штабные учения и тренировки проходят ежегодно в 5-6 муниципалитетах. И это не считая плановой работы. Так, только в Сыктывкаре таких стратегических объектов почти 200. Это школы, детские сады, культурные и спортивные учреждения. К ним ко всем особые, повышенные требования к обеспечению безопасности. Основные вопросы, которые связаны с реализацией требований непосредственно федерального закона и непосредственно на объектах защиты, они носят характер технический в первую очередь. Значит, это вопросы организации физической охраны объектов, вопросы видеонаблюдения, вопросы организации контроля доступом на объекты и так далее. Также в рамках данной деятельности следующим вопросом, который организуется и проводится на территории нашего муниципалитета, это вопрос обучения персонала действиям в условиях возникновения угрозы, возникновения террористического акта. Особое внимание и к приезжим из других регионов и государств. Во всех муниципалитетах Коми идет постоянное взаимодействие местных администраций с управлениями Федеральной миграционной службы, ФСБ, Роспотребнадзором, а также с промышленными предприятиями, где вахтовым методом работают специалисты из самых разных уголков. Как правило, это представители Украины, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана и Казахстана. А среди городов это в основном особо многонациональные – Ухта, Вуктыл и Усинск. Так, в городе Нефтяников на учете в УФМС состоит более 1500 мигрантов. Еще 4500 – это люди, которые в течение года приезжают и уезжают. Это, конечно, большая армия, поэтому работа в этом плане ведется с градообразующими предприятиями, с предприятиями города, приглашающими сюда к себе на работу иностранную рабочую силу. Поэтому в этом нам помогает еще и Центр национальных культур, потому что он работает уже 2-й десяток лет, и, понятно, через этот центр мы, в общем-то, отслеживаем в той или иной национальности, как она себя ведет на территории муниципалитета. Председатель комитета Коми по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям отмечает, в современном мире уровень террористической угрозы остается высоким. И именно поэтому в нашей стране вопросам противодействия терроризму уделяется большое внимание. Для этого созданы органы управления жесткой вертикалью. На федеральном уровне это Национальный антитеррористический комитет. А в самой республике комиссия, которой руководит глава Коми. Любовь Лапина, Василий Янин, телеканал Юрган.